Добрый день, уважаемые родители и коллеги. Продолжаем наши лекции, посвященные безопасности детей на водных объектах в летний период, а проще говоря, во время отдыха на пляже и купания. Сегодня речь пойдет об особенностях летнего отдыха, конкретно во время купания. И мы с вами рассмотрим вопросы, которые касаются особенностей нашего организма, что делать и почему делать при нарушении терморегуляции организма, то есть при переохлаждении и перегреве. Что нужно делать и почему при солнечных ожогах. Для того, чтобы осознанно выполнять и соблюдать правила безопасности во время летнего отдыха на берегу водоема и при купании, нам нужно будет вспомнить несколько правил из физики и особенностей анатомии человека. Немного из физики. Вода обладает большой теплоемкостью. Это значит, что вода хорошо поглощает и хранит тепло, медленно его отдает. Вода хорошо проводит тепло. Теплопроводность воды в 27 раз выше, чем у воздуха. А так как вода действует на всю поверхность нашего тела, то организм охлаждается очень быстро. Представим себе такую ситуацию. В каком случае произойдет переохлаждение организма быстрее? При температуре воздуха плюс 25 градусов или при купании в воде тоже той же температуры плюс 25 градусов. Конечно же, переохлаждение произойдет быстрее именно при купании в воде, когда температура плюс 25 градусов. Другая особенность связана с анатомией организма человека. Все наше тело, вплоть до кончиков пальцев, пронизано громадной сетью различных кровеносных сосудов, артерий, вен, капилляров. И представьте себе, что суммарная длина всех кровеносных сосудов представляет 100 тысяч километров. А каждый кровеносный сосуд наполнен кровью, а кровь – это жидкость. Кровь состоит на 90% из воды. Другой вид биологической жидкости в нашем организме – это лимфа. И третий вид жидкости, без которой наш организм существовать не может, это межклеточная жидкость. И если мы представим себе, какой же объем крови в нашем организме. Крови около 5 литров. Объем межклеточной жидкости составляет примерно 10 литров. А объем лимфы примерно 4 литра. Если мы сложим все эти биологические жидкости, то у нас получится примерно 20 литров. Наш организм вмещает 20 литров воды. Речь, конечно, идет о взрослом человеке. И таким образом мы должны с вами представлять, что в нашем организме циркулирует, находится такое большое количество жидкости, которая обладает высокой теплоемкостью, которая долго может хранить воду, и к тому же вода еще обладает хорошей теплопроводностью. А движение крови по кровеносным сосудам обеспечивает перераспределение тепла или, наоборот, холода в нашем организме. Исходя из этих особенностей нашего организма, и мы определяем различные правила, которые необходимо соблюдать, находясь на отдыхе, особенно с детьми, на водоеме. Купание – это наше излюбленное такое дело, и купание может стать причиной гипотермии. Что такое гипотермия? Гипотермия – это понижение температуры тела ниже нормы. Переохлаждение организма может быть быстрым или медленным. Резкое переохлаждение возможно, когда человек очень быстро погружается в воду. Например, посидели на пляже или только пришли на водоем, и сразу же хочется окунуться в прохладную, а для организма очень холодную воду. Конечно же, такое резкое погружение является для организма очень серьезной встряской.
Резкое переохлаждение возможно также при падении из лодки, при падении с мостков или при каких-то резких играх на воде. Резкое переохлаждение возможно при нырянии. Есть несколько ограничений ныряния, и вот одна из причин ограничения заключается в том, что при нырянии возможно резкое переохлаждение организма, когда тело входит из верхних более теплых слоев воды в более холодную глубинную воду. К чему может привести резкое переохлаждение? Резкое переохлаждение может привести к холодовому шоку, а это уже может стать причиной остановки сердца и нарушения дыхания. Таким негативным примером резкого переохлаждения можно наблюдать на пляже, когда родители с целью закаливания ребенка тащат его насильно в воду. Ребенок кричит, вырывается, но родители, особенно папы в этом почему-то усердствуют, хотят непременно сразу же закалить ребенка. Этого делать ни в коем случае нельзя. Еще раз напоминаю вам, что такое резкое переохлаждение может стать причиной холодового шока. Конечно, то, что у ребенка может остановиться сердце, такое бывает редко, но нарушение дыхания, когда ребенок начинает плакать, уже захлебываясь слезами, когда он не может и слова вымолвить, это уже как раз это признак того, что наступает такой холодовой шок. Такая ситуация бывает редко. Наиболее часто распространено медленное переохлаждение во время купания. Критическим пределом переохлаждения является понижение температуры тела ниже 35 градусов. Рассмотрим такие ситуации, и родители сразу же своим опытным взглядом определяют: да, ребенок переохладился, ребенок перекупался. Признаки такого переохлаждения видны, что говорится, невооруженным глазом. Это посинение кожных покровов, посинение губ, это дрожание челюсти, как говорится, зуб на зуб не попадает, дрожание губ, дрожание конечностей. И ребенок стремится принять такую позу, так называемая поза боксера, которая способствует сохранению тепла телом. Что возможно еще? Какие признаки? Возможно нарушение мелкой моторики, дрожание рук, судороги икроножных мышц. У взрослых возможно колебание артериального давления. Конечно же, задача взрослого заключается в том, чтобы не допустить такого переохлаждения и как можно пораньше постараться выманить ребенка из воды. В прошлой лекции мы с вами говорили о том, что игрушки, например, надувные игрушки, они могут служить не просто средством для поддержания ребенка на воде, но и средством для организации игры или даже средством таким для выманивания ребенка из воды. Итак, нижний предел понижения температуры тела – это 35 градусов. Остальные... еще извините, не назвала, другой распространенный такой признак переохлаждения – это появление пупырышек, мурашек и так называемой гусиной кожи. Продолжим. Итак, если человек продолжает купаться, и это приводит к дальнейшему переохлаждению, и при температуре 34 градуса нарушается деятельность головного мозга. Нарушается работа центров, которые регулируют сердечно-сосудистую деятельность и дыхание, двигательные центры. Поэтому при переохлаждении движения человека становятся неуклюжими, несовершенными. Дальнейшее переохлаждение возможно до 33-32 градусов.
Вот когда такое уже сильное переохлаждение наступает, то тогда нарушается работа сердца. Работа сердца замедляется. Это приводит к понижению артериального давления. Появляется заторможенность, сонливость. Тело начинает реагировать наиболее интенсивно на болевые ощущения. Теряется способность к самостоятельному передвижению. Нарушается речь и возникают судороги. Вот это состояние переохлаждения довольно-таки часто наблюдается вот непосредственно уже перед утоплением. Следующий этап понижения температуры 30 градусов. Возникает аритмия сердца, наблюдается замедление дыхания, возможно потеря сознания, вплоть до коматозного состояния. При охлаждении ниже 28 градусов наступает фибрилляция сердца, то есть камеры сердца, желудочки, предсердия работают асинхронно, и это уже может привести непосредственно к смерти человека. Так вот постепенное переохлаждение приводит вот к таким вот необратимым последствиям. Если человек вдруг нечаянно попал в воду, температура которой около 0 градусов, то смерть может наступить уже за 30 минут. Как же обеспечить профилактику переохлаждения? Профилактика заключается в учете нескольких факторов. В первую очередь это, конечно же, температура воды, это время купания, это время между заходами в воду, и последний фактор – это само общее состояние купающегося, уровень его закаленности. Если мы с вами будем называть параметры, которые характерны для здоровых детей, относительно закаленных. Для младших детей температура воды должна быть в пределах 23-24 градусов, и первое купание должно занимать примерно 1 минуту, увеличиваясь до 3 минут, и купаться можно не более 2-3 раз в день. Но мы всегда с вами памятуем о том, что мы выходим на пляж не на 1-2 часа, а сразу на большое количество времени. Если дети старшие, то можно им уже купаться при ниже температурах более низкого значения, 20-21 градус, начиная от 3 минут до 15 минут. Ну, а так как безопасность детей зависит от безопасности взрослых, то мы назовем также и параметры, которые рекомендуют температуру воды, время купания и время между заходами в воду. Как видите, здесь промежутки достаточно большие, и нужно иметь в виду, что купаться незакаленным людям при температуре 14 градусов уже запрещено. Ну, наверное, у нас таких купальщиков и нет. Что еще нужно учитывать, когда мы хотим купаться, хотим плавать в реке, в другом водоеме? Ну, во-первых, нужно учитывать, что купанию прием еды должен предшествовать где-то за 90 минут. В чем здесь дело? Какая физиологическая особенность? Дело в том, что после приема пищи вся кровь оттекает, больший объем крови оттекает от головы и конечностей непосредственно к желудку и кишечнику. И в этих органах в это время идет интенсивное переваривание пищи, а конечности получают меньший объем крови, и они, соответственно, прохладнее. Если начинать купаться вот в таком состоянии, то это может привести к быстрому переохлаждению организма. Также нужно учитывать то, что вот в наших северных широтах купаться лучше всего принимать водные процедуры где-то в пределах с 9 до 12 часов и затем после 15 часов.
Ну, для каждого региона, для каждой территории с географической точки зрения свои есть рекомендации, которые всегда размещены на стендах, которые должны быть на каждом муниципальном организованном пляже. Если в результате переохлаждения, если человек переохладился, купальщик переохладился, то необходимо, конечно же, оказать ему первую помощь. Здесь не нужно считать, что если ребенок сразу же вышел из воды, то таким образом мы предотвратили его переохлаждение. Нет, давайте вспомним, что наш организм состоит на 90% из воды, и эта вода будет, и вот этот наш организм, он будет продолжать отдавать тепло. Рассмотрим несколько приемов согревания. Значит, согревание должно быть постепенным, без резкого перепада температур. Резкое нагревание кожи приводит к стремительному перераспределению крови и ее оттоку на периферию, то есть к конечностям. А таким образом сердце и головной мозг будут получать меньший объем крови. К чему это приведет? Это приведет к тому, что головной мозг, сердце попадут в условия кислородного голодания. Это может привести к полуобморочному состоянию, к потере сознания. А если у человека в возрасте, так, это может привести даже к инсульту. Итак, значит, с первого начнем, да, что согревание должно быть постепенным и ни в коем случае не горячее. Какой способ здесь предлагается? Это теплое укутывание. Теплое укутывание полотенцем, пледом, маминым платьем, папиной рубахой и так далее. Далее на ребенка, после того, как его вытерли от воды, так, можно одеть теплую сухую одежду, рубашечку, штанишки, платьице, так, и закрыв еще раз полотенцем, обнять ребенка и постоять на солнышке. Может быть, показывая в это время какие-то особенности природы, то есть на чем-то сосредоточить внимание ребенка, отвлечь от его состояния. Таким образом, такое вот укутывание, оно будет препятствовать потере тепла. Второе – это согревание горячей водой. Так, допустим, если есть возможность, то ребенка можно поставить под теплый душ или поместить даже в теплую ванну, но сначала температура должна быть в ванне около 30 градусов, а затем ее постепенно повышать до 34-36 градусов. Если нет возможности принять горячую ванну, так, например, для взрослого человека тоже будет актуально, то тогда можно намочить горячей водой полотенце, наволочку, простынку, так, и приложить вот эту вот горячую ткань к затылку, к грудной клетке, к животу, к подмышечным и паховым областям. Будет восстановлена циркуляция крови, и тогда ребенок у нас согреется. Второй прием согревания – это растирание. Растирание нужно для того, чтобы восстановить кровообращение, которое нарушается при переохлаждении. Растирание можно делать ладонями, теплыми ладонями, полотенцем махровым, шерстяной тканью. Можно также ладони смочить спиртом или водкой и легкими такими вот массажными движениями растирать тельце ребенка или взрослого даже. Теперь обратим внимание на то, с какой части тела нужно проводить растирание. Растирание нужно начинать с туловища, с грудной клетки. Ошибка, если растирание будет производиться, начиная с конечностей. Начинают интенсивно тереть стопы, начинают интенсивно тереть ручки ребенка. Этого делать нельзя. Почему? Да, ведь у нас стопы и ручки переохладились, и когда начинают массировать, кровоснабжение становится
более интенсивным, и в таком случае более холодная кровь от конечностей начинает оттекать к сердцу и головному мозгу. А это, опять же, для этих органов нехорошо. Ну и еще один прием – это после того, как мы согрели ребенка, восстановили циркуляцию крови, ребенку или любому пострадавшему предлагается теплое питье, не горячее, а теплое. Это может быть какой-либо теплый морс, это может быть компот, чай. Так? И после того, как согрели, напоили, успокоили, положить отдыхать. При тяжелой степени гипотермии, когда пострадавший находится в обморочном или бессознательном состоянии, слабый пульс или он даже может отсутствовать, нитевидным быть, так обязательно нужно будет доставить такого вот пострадавшего в лечебное учреждение. Ну и даже если вы справились с ситуацией, в ходе которой ребенок переохладился, то обязательно нужно тоже показать ребенка медицинским работникам. Во всех случаях оказания первой помощи при переохлаждении нельзя давать алкоголь. Взрослым тоже, потому что, еще раз напоминаю вам, что безопасность детей зависит от безопасности взрослых. Употребление алкоголя для согревания – это большая ошибка, потому что под влиянием алкоголя кровеносные сосуды, наоборот, расширяются, и отдача тепла организмом, она усиливается. Кроме того, алкоголь приводит к тому, что эритроциты крови слипаются, и это может стать причиной кислородного голодания. Последствиями переохлаждения становится снижение иммунитета, поэтому после купания, после переохлаждения появляются герпетические высыпания, какие-то гнойничковые проявления, выделение из гениталиев, боль в горле и фурункулезы. Если, конечно, вот эти вот признаки проявились, то нужно будет обязательно с ребенком обратиться к врачу. Итак, мы приходим к выводу с вами, что купание должно быть нормированным и соответствовать возрастным особенностям ребенка и состоянию его здоровья и степени закаленности. Накупались, теперь будем загорать. Рассмотрим, какие же последствия возникают при нахождении под прямыми лучами солнца. Другая опасность, которая может нас ожидать на пляже, это перегрев организма, солнечный удар, солнечный ожог. Гипертермия – это повышение температуры тела человека, который длительное время находится на берегу в жаркую погоду. Потому что в данном случае теплообразование оно превышает теплопотери организма. Повышение температуры тела при перегревании отличается от повышения температуры при каком-либо заболевании. Повышение температуры тела при заболевании оно не зависит от состояния погоды, от состояния воздуха. А вот когда мы говорим о гипертермии, как раз здесь напрямую мы связываем повышение температуры тела с жаркой погодой. Какие факторы способствуют гипертермии? Извините. Так. Ну, во-первых, это высокая мышечная работа. Это большая мышечная работа. Давайте вспомним. Чтобы согреться, мы прыгаем, совершаем приседания. А на пляже дети много двигаются, бегают, плавают, играют в подвижные игры. Значит, мышечная работа и теплопродукция таким образом повышается. Это приводит к перегреванию.
Следующий пример, который может нам объяснить, в чем причины гипертермии, это недостаточность кровообращения. Ну, данный симптом, данный признак, он чаще всего характерен для взрослых, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но если на пляже взрослый человек мало двигается, другая крайность, да, это может привести к недостаточности кровообращения. Далее, заболевания печени могут тоже стать причиной перегрева организма. Печень – это самый горячий орган нашего тела. Не зря этот орган получил такое название – печень, от слова «печь». И в бытовой жизни причины озноба при оптимальной температуре как раз и объясняются нарушением работы печени. Мол, производит мало тепла. Далее, другая причина перегрева организма – это наличие у ребенка диареи. При диарее вода в толстом кишечнике не всасывается, и ребенок таким образом теряет необходимую воду. Ну и в целом недостаток воды в организме. Накапливающееся в организме тепло в первую очередь действует на центральную нервную систему, на такие жизненно важные центры, как центр сердечно-сосудистой деятельности, центр дыхания, двигательные центры. Почему так происходит? Потому что при потере организмом воды вязкость крови повышается. Это может стать причиной появления тромбов. Увеличение вязкости крови приводит к слипанию эритроцитов, и таким образом нарушается газообмен в организме. Родители сами могут определить признаки, по которым у ребенка начинается гипертермия, то есть наблюдается перегрев организма. Ну, во-первых, появляется вялость. Вот он бегал, играл, надоедал вам, и сейчас он стал такой вот вялый, как тряпочка. Покраснение лица, расширение зрачков. Взрослый ребенок может уже пожаловаться на жажду, пульсирующую головную боль, мелькание мушек в глазах, головокружение и шум в ушах, усталость. Вот все вот эти вот перечисленные симптомы сопровождаются повышением температуры тела. Все эти симптомы характеризуют тепловой удар первой степени тяжести. Последствием неконтролируемого пребывания на солнце является солнечный удар. Солнечный удар – это болезненное состояние, вызванное перегревом организма в результате длительного воздействия на голову прямых солнечных лучей. В результате происходит нарушение в деятельности головного мозга. В коже головы находится очень много кровеносных сосудов, и замеры температуры волосистой части головы показывают такие значения от 40 до 50 градусов. Конечно же, в таком случае возможны и происходят нарушения работы головного мозга. Риск получить солнечный удар и перегрев выше у детей до 3 лет, потому что у детишек такого возраста процессы терморегуляции еще несовершенны, они еще не сформировались. Также подвержены тепловым и солнечным ударам дети и люди с повышенной массой тела, потому что такие люди теряют очень много воды в процессе потоотделения. Ну и также опасно находиться под прямыми солнечными лучами длительный период людям с различными заболеваниями центральной нервной системы. Ну вот мы с вами перечислили признаки нарушения терморегуляции первой степени. Так, если же
ситуация усугубляется, то проявляется нарушение в движении, такая шаткая походка, неуверенные движения, так, возможно даже кровотечение из носа. Более тяжелая степень поражения характеризуется спутанностью сознания, бредом, галлюцинациями, судорогами. И при этом все эти симптомы сопровождаются повышением температуры выше 37 градусов, 38-39 градусов. Вот такая вот может быть температура. Какую же медицинскую помощь нужно оказать и почему? Нужно сказать, что первая медицинская помощь основывается на том, опять же, что наш организм – это огромный резервуар с водой. И вот находясь непосредственно на прямом солнце, тело человека, его жидкость, кровь, лимфа, межклеточная жидкость нагреваются очень сильно. А остывание происходит медленно. Проведем такую бытовую аналогию. Когда хозяйки что-нибудь готовят, то они используют принцип «блюдо дойдет». То есть кастрюльку снимают с огня, и блюдо доходит до готовности под воздействием той температуры, которая осталась в кастрюльке. Организм человека, который долго находится на солнце, тоже можно сравнить вот с такой вот кастрюлькой, где готовится какое-либо блюдо. То есть если мы ушли с солнцепека, если мы спрятались под зонтиком, это не значит, что наш организм сразу быстро охладится. Поэтому необходимо соблюдать ряд правил оказания доброчебной помощи. Ну, во-первых, ребенка нужно перевести, отнести в более прохладное место, под навес, под зонтик, в тень листвы. Так? И охлаждение тоже не должно быть резким и быстрым. То есть не нужно сразу же ребенка обкладывать холодными бутылками с водой, поливать холодной водой. Ни в коем случае этого нельзя. Сначала нужно создать такие условия, чтобы было комфортно, обмахивать, например, ребенка полотенцем, шляпой, веером, так? То есть подготовить его более уже конкретным, может быть, сильным процедурам. Затем предлагается побрызгать на лицо пострадавшего прохладной водой, обтереть ребенка прохладной водой, только не горячей. При обтирании нельзя также использовать и слишком холодную воду, потому что это может привести к спазму сосудов, а спазм сосудов он будет препятствовать отдаче тепла. Далее наложить прохладные компрессы на лоб, затылок, шею, области паха и подмышек. Если есть холодная бутылка с водой, то эту холодную бутыль нужно будет обернуть полотенцем, какой-то одеждой и только после этого прикладывать к пострадавшему. Следующий этап, если эти процедуры не помогают, нужно снять одежду. Отсутствие одежды способствует охлаждению организма. Обратите, пожалуйста, внимание, что нужно приподнять голову и ноги, подложив что-нибудь под шею и щиколотки, чтобы обеспечить нужную циркуляцию крови. Если ребенок жалуется на тошноту, то нужно положить его на бок. Это будет способствовать тому, что если вдруг ребенка вырвет, то рвотные массы не попадут в дыхательные пути и вытекут сразу же на землю. Если ребенок в сознании, нужно дать ребенку попить прохладный напиток, воду, простую воду питьевую, минеральную воду, зеленый чай. Значит, вода должна быть простая, питьевая, не газированная. Не нужно давать какие-либо воды, которые чем-то минерализованы, там со вкусом или запахом лимона, малины, клубники. Вода должна быть чистая. Если человек
продолжает оставаться, если человек продолжает оставаться без сознания или в замутненном состоянии, нужно предложить понюхать нашатырный спирт, ватку, смоченную нашатырным спиртом. Но эту ватку нужно подносить, или тампон, ватный диск, постепенно к носу пострадавшего. То есть нужно начинать с расстояния где-то 10 сантиметров, так, и постепенно приближать этот ватный диск, смоченный нашатырным спиртом, а не так, как это порой показывают в фильмах, вот сразу же подносят этот тампон к носу пострадавшего. Так нельзя. После того, как все процедуры закончены, отдых нужно прервать, вернуться домой и вызвать медицинского работника. Я всегда говорю о том, что после таких вот экстремальных ситуаций, в которые попадает ребенок, нужно обязательно вызвать врача или на своем личном транспорте поехать в лечебное учреждение. Когда организуется отдых, то на общественных пляжах всегда устраиваются тенты, зонтики. И когда вы выезжаете отдыхать самостоятельно, то тоже нужно продумать вот такие вот убежища от солнца, чтобы на вот такой вот на таком обширном открытом пляже можно было где-то спрятаться. Итак, какие общие правила профилактики? Не оставлять детей под прямыми лучами солнца на длительное время. Побыли детки где-то минуту, 3, 5, 10 на прямом открытом солнце, и нужно обязательно увести их в тень. Чем-то занять какой-то деятельностью, вот как раз в тени-то и можно совершать какие-то активные подвижные игры, а не на прямом открытом солнце. Для профилактики перегревания нужно одевать светлую, воздухопроницаемую одежду и обязательно головной убор. Мы с вами уже говорили о важности головного убора. Они должны быть светлых тонов для того, чтобы солнечные лучи отражались. Соблюдается питьевой режим. Когда идем отдыхать на водоем, обязательно нужно иметь достаточное количество воды для того, чтобы организовать питьевой режим ребенка. Ну и я еще вам говорила о том, что после того, как ребенок искупался, обязательно нужно его омыть чистой водой. В наиболее активные солнечные часы, где-то это от 12 до 16 часов, необходимо защищать все участки тела от попадания прямых солнечных лучей. Это солнце наиболее агрессивное. Следующий момент, который мы с вами охарактеризуем, это проблема получения солнечных ожогов. Вот человек интересное существо все-таки. Мы достаточно безответственно относимся к солнечным ожогам. Вот если человек в здравом рассудке, он не будет экспериментировать с горячими объектами. Стоит нам вот раз обжечься об утюг, о сковородку, о плойку, так, мы сразу же уже понимаем, все это опасно. Но из года в год почему-то люди, выходя на пляж, обгорают. Ну ладно, взрослый человек, так, Бог ему судья, но вот ребенок обгорает ребенок. Неприятная особенность ожога еще заключается в том, что он виден не сразу. Спустя несколько часов, а может быть даже где-то далеко к вечеру, вдруг замечаем, что мы обгорели, что ребенок обгорел. Внимательные родители сразу же заметят, что с ребенком происходит что-то не так. Во-первых, сначала обгорает нос, потом обгорают лоб и щеки. Появляется эффект так называемой маски. Вот как только эта маска появилась, все, это первые симптомы о том, что ребенок обгорел. То есть он, мало того, что он обгорел, так уже еще и начинается перегрев организма. Ну вот посмотрим вот такой вот, например, еще вот вариант. Посмотрите, конечно же, это очень опасно для состояния здоровья ребенка.
При более тяжелых случаях на коже появляются вот такие вот волдыри. Ну, волдыри – это участки подкожного пространства, которые заполнены плазмой крови. Какая первая помощь при солнечных ожогах, которую мы можем оказать самостоятельно? Так, извините. Так, какой еще фактор влияет? Какой еще фактор влияет на особенности нашего загара? Ну, вот смуглые люди, они загорают более так умеренно, так, обгорают реже, чем люди светловолосые. Так, или обгорают реже, чем люди рыжеволосые. Вот у рыжеволосых людей у них кожа очень светлая и обгорает сильно. Нужно сказать, что цвет кожи зависит от наличия в ней пигмента меланина, который выполняет защитную функцию. То есть, когда мы загораем, в клетках нашей кожи вырабатывается пигмент меланин, и он защищает нас от избытка ультрафиолетовых солнечных лучей. Ну и когда речь касается альбиносов, то таким людям вообще запрещено находиться под прямыми солнечными лучами, ибо в клетках их кожи никогда не будет вырабатываться меланин. Это приведет к очень сильным ожогам. Итак, первая помощь какая? Первая помощь очень проста. Нужно поврежденные участки обмывать холодной водой. Для ребенка это 3-4 минуты, для взрослого около 10 минут. Вот обмыли холодной водой, так, передохнули и затем еще раз повторили такую процедуру. Затем нужно закрыть место ожога чистой тканевой повязкой и предложить пострадавшему, опять же, теплое, обильное питье. Ни в коем случае нельзя протыкать пузыри, потому что под пузырями находятся клеточки, которые совершенно ничем не защищены, и таким образом открываются ворота для инфекции в организм. Далее, ни в коем случае нельзя смазывать какими-либо кремами, так, косметическими, кроме кремов, которые предназначены именно для ожоговых поверхностей. Нельзя смазывать маслом, ни сливочным, ни растительным, в общем, кремами никакими. И почему? Потому что эти средства, они создают защитную пленку на поверхности кожи, и отдача тепла кожей замедляется или прекращается. А таким образом очаг поражения локализуется, и это усугубляет состояние человека. Если обширные ожоги, сопровождающиеся пузырями, то, конечно же, нужно обязательно обратиться в лечебное учреждение, не заниматься самолечением, особенно если это дело касается жизни ребенка. Итак, подводим итог нашей с вами лекции. Да, солнечные процедуры и водные процедуры чрезвычайно полезны. Они закаляют организм, повышают наш иммунитет и доставляют нам массу удовольствия. Но чтобы этот отдых у нас не закончился в больнице или длительным нахождением дома, мы должны соблюдать самые простые требования. Это нормированность пребывания как в воде, так и под прямыми солнечными лучами. Поэтому пусть ваш отдых будет безопасным и настроение хорошим. До свидания, до следующей лекции. Все на сегодня.